Раз, раз, раз. Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Приветствую всех. Раз, раз. Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Так, скажите, как дела со звуком? Так, здесь. Все отлично. Отлично. Не шумит, все нормально, да? Так, чеченский след. Чечня не Россия. На месте. Рад вам, друзья. Машло Шадыша. Всем рад. Всех приветствую. Так, Байзангур, Рамазан, Аслан Керимович, Бамучеры, валейкум ассалам, Шавега Машволь. Всех рад. Руслан Абудов, валейкум салам. Лия Нока, Собинюс. Так, приветствую, Лия. Дневник Джабраила. Ури. Так, Артур Каимбра. Навальный обыкновенный русский националист. Если кто-то питает надежды, что с его приходом что-то изменится в внутренней политике России, тот глубоко заблуждается. Более чем с вами согласен. Так. Поехали дальше. Нема на месте, как обычно. Машволь Нема. Мик. Что удивлен, Аслан, что тебя ждут уже 500. Нет, не удивлен. Как-то ждут иногда и побольше. Так, Максим Господарь, приветствую тебя. Хамзат Гилаев, приветствую. Ну, всех приветствую. Всех моих дорогих друзей, подписчиков. Ассаламу алейкум, вежди. Нахти Усо говорит. Ассаламу алейкум. Валейкум салам. Так, сегодня конечно, я буду отвечать на ваши вопросы. Про Навального много чести, ему так много о нем говорить, да, хотя о нем все говорят, и он уже такой стал феномен. И много очень, мы в прошлый раз обсуждали этот вопрос, почему Навальный, его не убивают, там Политковскую в подъезде застрелили, Немцова застрелили. Тысячи и тысячи людей убито на Кавказе, вообще без проблем. Травили, взрывали. Если вы помните, самолет, опять забыл его фамилию, как его, Трошев это был или кто, вы меня поправляли, я помню. Его самолет сбили, Лебедь был, второе лицо, по-моему, был, да, или не дорос он до второго лица. Ну, много кого убивал Путин, российская власть, а вот с Навальным почему-то не убивается он такой, не знаю почему. Поэтому мы будем говорить обо всех деталях честно, открыто и непредвзято. Мы абсолютно независимые и непредвзяты, поэтому мы будем говорить то, что мы видим, что мы ощущаем, и на что нам указывает здравый смысл. А здравый смысл нам указывает на то, что убить в России человека намного проще, чем где бы то ни было. Наверное, где-нибудь в Сомали и в Сьерра-Леоне еще труднее убить человека, чем убить в Москве. Тем более, если убийца является мистер Путин, отравитель, террорист и так далее, и так далее, и так далее. Но кроме того, что его там хотели убить, об этом феномене Навальном, Наваленном феномене, мы будем говорить еще о его позиции, что лично меня волнует. Это волнует то, что будет с временно оккупированной Чеченской Республикой Ичкерия. Прогнозы не очень утешительные, судя по тому, что Навальный такой же фашист, как и Путин, и как другие имперцы. И мне лично нет никакой разницы, Путин у власти или Навальный, который является таким же имперцем. Так как если же Навальный, если же Путин уже запатентован и в мире уже признан преступником и убийцей, да, уже хоть и юридически пока еще нет ни одного решения против него, хотя давно следовало бы, чтобы оно было, у Навального его нет, этого патента
признанным убийцей он еще пока в мире не обозначен так. Поэтому даже для меня лучше, если это остается действующим. Более того, очень интересно будет посмотреть, сейчас я постараюсь найти это видео. Навальному, кстати, дали 30 суток, невероятным способом он выжил, невероятным способом Навальный полетел в Москву на самолете «Победа». И это очень интересно, да, это все наблюдать, конечно, это очень интересно. Но давайте посмотрим вот на это видео. Кстати сказать, Навальный долетел, его арестовали, его судили в ОВД, не в суде. Судья приехал в ОВД, там судили. Это, видимо, чтобы американских, европейских журналистов там не было. Сложная задача разобраться, что здесь, почем, кто за кого. Потому что прилетает Навальный, он становится гостем Меркель. Вопрос, почему? Да? Майк Помпео сегодня сказал, что Навального арестовали и надо освободить там и так далее. Короче говоря, все поддерживают. Все западные лидеры, западные политики говорят о Навальном, там заступаются за него. При всем при этом самого Навального внутри России не поддерживает. Да, конечно, у него там 10 миллионов, 20 миллионов просмотров бывает на YouTube, так как в России все прекрасно знают, кто такой Путин и Россия. И, кстати говоря, взрывы домов в 99 году на канале «Редакция» у Пивоварова больше всего просмотров, по-моему, 3,5 миллиона было. Вот именно это видео про взрывы домов. Поэтому в России знают, кто их взрывает, кто их убивает и так далее, и так далее. Но при этом Навального не поддерживают. И когда Навальный рассказывает или разоблачает Путина, вот эту банду, людям интересно. Но никто не хочет выходить и гибнуть за Навального. И вот что самое интересное вот в этом видео. Вот это перед арестом, когда меру пресечения избрали Навальному, дали 30 суток. И вот перед тем, как пришел судья, ждут судью, он сидит в ОВД, Навальный, он обращается к своим подписчикам, наверное, потому что электората у него не так уж и много. Хотя тут он громко обозначен как политик. Хотя, ну, политикам, наверное, можно Навального признать. Давайте послушаем, посмотрим, есть ли, скажите мне сразу, сейчас, чтобы было, чтобы есть ли звук. Есть ли звук, чтобы можно было сразу же. Так, одну секунду. Уберу отсюда звук. Посмотрите, есть ли звук на видео. Сразу напишите мне, пожалуйста. Вы сами отлично знаете. Выхода людей на улицы. Потому что это та вещь, тот политический фактор, который нельзя игнорировать. Он призывает людей выйти на улицу. Не люди сами не выходят. Ну, это хорошо, понятно. Ну, что он призывает, тоже правильно. Ну, посмотрим. Самый главный, самый важный – это суть политики. Поэтому не бойтесь, выходите на улицы. Выходите не за меня, выходите за себя и за свое будущее. Вот как интересно получается. Вроде бы сижу я на фоне флага Российской Федерации, а происходящее здесь не имеет ни малейшего отношения к законам Российской Федерации. И это понимает вообще каждый человек. Вот этот полицейский, вот тот полицейский, вообще все, кто здесь находится. Вот эта вот банда воров, которая просто 20 лет разграбляющая страну, она сказала мне, ну и в моем лице всем, кто отказывается молчать, что вот, значит, мы тебя пытались убить, ты не умер, оскорбил нас этим, поэтому мы тебя за это посадим. И сейчас придет женщина в черной мантии, изображающая, что она судья, и отправит меня под арест, тоже понимая, что все это абсолютно и тотально незаконно. Но тут важно даже скорее подумать о том, почему они делают именно так, почему они посадили мой самолет в другом месте, почему они трусливо организовали вот этот вот процесс,
прямо в здании ОВД, почему они не пустили никого, почему все так срочно, почему никто не знал об этом суде. Ну, потому что у них рейтинги большие или потому что они сильные? Да нет, потому что вот этот самый вороватый бункерный дед, он сидит и трясется от страха. Они же боятся, ровно поэтому так вот делают срочно, тайно, секретно, так торопятся. Они боятся, и боятся они вас. Они боятся тех людей, которые могут перестать молчать, осознать свою силу и понять, кто может им противостоять? Почему, они задают себе вопрос, почему вся Россия внезапно подчиняется какому-то Путину, Сечину, этим Ротенбергам, сборищу какого-то жулья чудовищного. И как только мы это осознаем, выйдем на улицы. Все это просто раз перестать Путину, Сечину, этим Ротенбергам, сборищу какого-то жулья чудовищного. Жулья чудовищного, говорит Навальный. При этом это человек, которого только что отравили, он пролежал 18 дней в коме, чудом выжил, сейчас вернулся и борется там за счастливое будущее новой России. При этом человек называет их жуликами и ворами. Но у меня вопрос, ведь жизнь важнее, чем любые деньги, которые крадутся. Почему этот человек не говорит, что это люди-убийцы, что они убили 15 тысяч украинцев, что они взорвали дома, об этом Навальный никогда не говорил, в 99 году своих же граждан. Наоборот, Навальный всячески пытается отвести от этой темы. И вот странная ситуация возникает. Вас только что пытались убить, только что было невероятное везение, что человек не умер, и он прилетает, возвращается. Вы где таких смельчаков видели? Я, например, человек, который прекрасно знает систему российского правосудия и вообще правоохранительной системы изнутри, можно сказать. Я ее изучал, я учился на это дело, я работал в области судопроизводства, правоохранительных органов и так далее. И прекрасно смотрел, будучи адвокатом, правда, с этой стороны, но общался и прекрасно видел на практике, как все это происходит. Убить человека, посадить человека в России вообще не представляет никаких проблем. Да? Вы все это знаете. Убивают не только на Кавказе, убивают и в России тоже. И много кого убили. Навальному давали 15 суток, Навальному давали 30 суток. И он выходил на свободу и дальше жил себе и не тужил. Не нашлось ни одного смертника, который убил бы его там в изоляторе. Странно. И кто-то не выполнил бы приказ. Странно. Ведь Золотов готов любого убить, кого прикажет Путин. И неоднократно, уверен, это делал. Убивались очень известные люди, тот же Немцов. Убивают без проблем. Замочили прямо на мосту рядом с Кремлем. Ничего. И при всем при этом было расследование именно по отравлениям. Навальный выжил от этого отравления, после этого отравления. И было там расследование, еще какие-то убийства скрываются. Убийства, я уверен, их сотни, если не тысячи этих отравлений. И про Навального не говорит про убийц и террористов. Странно. У меня в голове была только эта версия, потому что любая кража, любого масштаба, она меньше, за кражу 10 миллиардов долларов вам не дадут пожизненный срок лишения свободы. А за убийство 2 и более лиц вам дадут в России. Странно, юрист, бывший адвокат или действующий адвокат, не знаю, не говорит на такие вещи. Для меня это очень странно. Странностей здесь очень много. Давайте по порядку поедем. Сейчас почитаю ваши комментарии и потом будем дальше обсуждать все эти вещи. Так, читаем ваши комментарии. Ляма Нока. Навальный и Соловей сказали украинцам: попробуйте забрать Крым. А украинские блогеры, подонки типа Собиньюз, пиарят рашистов.
Да, Саби Ньюс вообще очень интересный канал, я его тоже посматривал время от времени. И там они выставили, кстати, к Саби Ньюсу обращаюсь, выставили превью, да, это когда вот вы видите на видео, перед началом, видите такую картинку, которая стоит перед видео, это называется превью. Превье, или превью. И там сидит Путин, сзади, ну, это сзади флаг, черный флаг с арабской вязью, горы Кавказа, это 100% какой-то, или Дохка там сидит, Умаров, или еще кто-то из чеченских командиров там на этом фото, а голова Путина приклеена. И типа заложники, брать заложники и так далее. Я написал, как это так? Я говорю, вы повторяете пропаганду. То, что брали мы заложников, об этом говорила российская пропаганда. А все, кто брал заложников, ну, подавляющее большинство, прямо или косвенно работали на российские спецслужбы. Типа, ну как так? Это если я там сделаю что-нибудь аналогичное, там, поверив российской пропаганде против Украины, да, сделаю превью какой-нибудь про украинского нациста, которого в природе, ну, по крайней мере, в таком масштабе, про котором говорит Россия, не существует. Убрали мой комментарий просто-напросто. Поэтому странные типы, конечно, этот тип, этот на Саби Ньюс. И не убрал это превью, ну ничего, мы будем иметь в виду. Так, пойдемте дальше. У него идеология оккупанта. Крым и Абхазию признает. Абсолютно стопроцентный фашист. Фашист. Грузинов он называл грызунами. Бомбить Грузию для него нормально. Приезжих он называет чучмеками. Ну и много чего у него там высказывания. Да, там. Он против того, чтобы женщины рожали 25 детей на Кавказе. Вот не нравится ему. Ему надо, чтобы вот только 2. Вот его жена 2 родила, и больше нельзя, значит. И нельзя укутываться в паранджу, вернее, в хиджаб. Да, укутываться в паранджу, укутываться там в лохмотье или в паранджу, он говорит. И этот человек претендует быть президентом России. Для меня нет никакой разницы. Только лишь та разница, что его будет принимать Ангела Меркель и Майк Помпео будет его принимать. А зачем мне это нужно? Мне нужно, чтобы Россия стала свободной, демократической, правовой страной. С ним она такой не станет. Свободной точно не станет. А о праве в России, конечно, ни при Навальном, ни до Навального, ни после, пока говорить рано. Очень странно, очень, абсолютно такой русский фашист, абсолютный такой, не скрывающийся, не маскирующийся никак. Странно. Рамзан Ильясович, этот спектакль для Бандерлога, и даже не важно, кокнут это овально или нет, могут вытащить другого типа из его команды. Да, совершенно верно, даже если, как ты говоришь, его кокнут, я абсолютно убежден, что Навальный работает с российскими спецслужбами. Может быть, не работает прямо на Путина. Может быть, хотя очень трудно мне в это поверить. Потому что 30 суток, ну не бывает такого, просто не бывает. Путин уже столько наворотил, если уже ООН сообщает, что уже погибло от коронавируса 3 миллиона человек. А ведь все знают, что коронавирус, имеется в виду службы, специальные службы, знают, что коронавирус это оружие, примененное Путиным. Очень оно совпало, мы это обсуждали, я у себя на канале об этом много говорил, целую передачу этому посвятил, говорили об этом. И именно поэтому сейчас вот локдаун увеличивается. Вроде бы есть уже вакцина, да, чего бояться, все уже. Можно прививать людей, эту вакцину можно произвести бочками, там, цистернами и купать в них людей, да.
сколько угодно, много можно ее произвести. За месяц, за два точно можно произвести. Ведь производят, остановить все остальное производство или свести к минимуму производство остальных лекарств, вакцин и быстренько произвести эту вакцину. Тем более ее производить не только в одной стране можно, ее можно во всех странах производить. Но локдаун, усиление по вот этим карантинным мерам не снижается. Почему? Потому что есть вероятность, что Путин после коронавируса запустит новый вирус, который будет намного смертоноснее, чем тот, который сейчас запущен. Но никто не признает, что это сделал Путин. Так как если признать, что это сделал Путин, да, а уверен вокруг Путина, у российской вот этой верхушки, у американцев, у других, и скорее всего в первую очередь у американцев, есть своя агентура, свои люди, которые готовы служить Америке и так далее. Если признать, что это сделал Путин, то нужно России объявлять войну. Это казус белли, повод к войне. Но никто не собирается объявлять войну, потому что у Путина еще этой заразы очень много. Плюс ядерное оружие. Поэтому пытаются как-то сдвинуть Путина и поставить, ну, например, Навального. Ну, просто невероятно, как может человек, которого только что убили, пытались убить, и 18 дней пролежал в коме, он возвращается на этом повею. Ну, это что? Это куда это годится? Я не знаю. Я не знаю, как тут. Моя логика тут не подвластна. Так, чеченский след рязанский сахар. По всей логике Навальный должен идти ва-банк и призывать рассекретить рязанский сахар. Но в том-то и дело, Навальный, когда выходит из больницы, дает интервью Дудю. И там он рассказывает, что да, по всей видимости, его отравило ФСБ, но не все ФСБ виновато в этом, он говорит. И выгораживает все ФСБ. ФСБ это террористическая организация. Самая террористическая организация всех времен и народов. Пока она не будет осуждена, все остальное это так, ерунда, детский сад. ФСБ, ГРУ, это все должно быть распущено. Должна быть произведена тотальная люстрация. Ни один ФСБшник не должен больше никогда работать на государственной должности, на государственной службе. Они все должны быть уволены, а преступники привлечены к ответственности. Но он заступается за ФСБ. Ну там много чего интересного. Давайте почитаем еще. Он знал, что его задержат. Это ход продуманный. Ну, наверное, знал. Его вполне могут и убить, если уже реально... есть еще один момент. Вот то, что поддержка Меркелем, Помпео и Путин, и Песков, пресс-секретарь Путина, заявляет, что Навальный это агент ЦРУ. Можно ли это допустить? Ну, допустим, можно. Допустим, допускаем, да, хотя Путину и Пескову верить, себя не уважать. Ну, допустим, видя, что Помпео там заступился, Меркель заступились, хотя они могли заступиться, потому что реально считают его каким-то политическим там тяжеловесом в России. Если Навальный, Путин и Песков заявляют, что он является агентом американских спецслужб, то возникает вопрос, если официальное лицо, первое лицо, главнокомандующий, называет человека работником иностранной спецслужбы, сотрудником иностранной спецслужбы или агентом иностранной спецслужбы, то только лишь за это человека полагается посадить. Ведь не может должностное лицо такого ранга, первое лицо, говорить вещи, которые не имеют оснований, не имея достаточного основания. Нет. И как тогда выйдет Навальный? Кто его выпустит? Применить к нему какой-нибудь Полоний там внутри или какой-нибудь сумасшедший зэк прирежет его, как недавно Тесака. А сколько чеченцев в этих тюрьмах погибло, которые так и не вышли из этих тюрем? Огромное количество.
побил его какой-нибудь там, тот же Дадаев, который убил Немцова, он же тоже сидит. Перевести его поближе к этому Дадаеву в камеру, и все, и нет больше Навального. Невероятный спектакль, который нам предлагают поверить. Я не согласен в него поверить. Так, как найти на месте? Маршрут, как найти? Навальный проект Кремля. Как герой, за счет которого настоящих противников будут гасить, но при этом Навальный будет герой. Леди, начиная с Влада Листьева и так далее, сколько убито без проблем. Да, совершенно верно. Так, Чинго Машволь, ассаламу алейкум, хауми телефон чаусарой, ва алейкум салам Машволь. Мухаммед Технологи Инновацион. Именно за это и проникся уважением к смелости Навального, что не побоялся вернуться из теплой и комфортной Германии. Я бы не рискнул. Ты рискнул бы, Мухаммад, если бы у тебя была бы гарантия, что с тобой ничего не случится. Что у меня шум, да? Мне тут пишет. Шумы у меня. Что у меня шум? Да вроде нет никакого шума, я не слышу. Но шум есть, да, тут есть. Странно. Странно. Именно гарантия, что не случится, говорит чеченский следователь. Да, именно так. Так, Тор у нас объявился. Самое смешное — это реакция Запада. То Меркель, то Помпео, то Макарон. Что за клоуны? Не знаю. Не знаю. Ну ладно, давайте тогда перейдем к Навальному снова. Так. Навальному дали 30 суток. Я это вам уже говорил об этой новости. И давайте послушаем, что говорит Навальный Сергею Гуриеву, такому же имперцу, осетину по национальности, который живет в Америке, изображающего из себя супер крутого там экономиста, там такого весь такой сякой. Ну, я думаю, экономист, наверное, он такой, но не супер такой крутой. Но при всем при этом им очень нравится обсуждать, что Россия — это такая страна, которая является федерацией. Когда мы говорим о будущем России, то есть это, конечно, федеральная страна, и ничего не нужно придумывать. Смотрим успешные примеры. Не нужно совершенно стесняться брать пример с других стран, богатых. И нашими примерами, конечно, здесь должны быть, например, Канада или Австралия. Это тоже большие страны, очень похожие на Россию, с низкой плотностью населения, с огромными расстояниями, со сложными климатическими условиями, где-то очень холодно, где-то очень жарко. Есть страны с огромным населением, как у нас Бразилия, например. Это все федеративные государства. Большой страной нельзя управлять из одной точки. Это, во-первых. Во-вторых, давайте зададим себе очевидный вопрос. Похожи ли друг с другом Чечня и Санкт-Петербург? В чем-то похожи, в чем-то не похожи. Смешки, видите? Даже, видимо... Смотрите, два ублюдка смеются, сидят. Конечно, не похожи. Ваш Санкт-Петербург, который я прекрасно знаю, это страна, которая все злые, агрессивные. А Чечня — это прекрасное место, да, которое вами оккупировано. А вы два ублюдка, которые сравниваете мою страну, оккупировав мою страну, сравниваете ее там со своим каким-то городом. Нет, никогда не будет моя Чечня вашей страной, вашей территорией или вашим регионом. Вы два ублюдка. И ты, Гуриев, и ты, Навальный. Сидят такие, сравнивают они. Если мы... Сравни еще с Осетией, сравни еще там с Якутией. Представим Чечню без Рамзана Кадырова, это все равно будут довольно разные регионы. И из этого очевидного наблюдения следует очевидный вывод. Регионы разные, очевидные выводы. Регионы разные. Ладно, не будем больше про этого ублюдка говорить. Покажем вам прекрасного политика, которого
принимает Ангела Меркель, за которого заступаются политики, Макроны всякие и так далее. Давайте посмотрим, как на фашистском митинге, где Навальный призывает не кормить бедных, нищих кавказцев, которых бедными нищими сделала Россия. Последнее, что я хочу сказать на этом митинге националистов, и не боюсь получить помидором в лицо. Видите, он про кавказцев хочет что-то сказать, сейчас вы услышите, что, и не боится получить помидором, потому что вот дерзкий такой поступок, что-то хорошее сказать, ну и посмотрите, что это хорошее. Я хотел бы выступить в поддержку Кавказа, потому что мы, те, кто собрались здесь, мы знаем и мы верим в то, что на Кавказе есть нормальные люди, а не те уроды, которые захватили сейчас там власть. Мы знаем... С уродами я согласен, захватили власть, но не они захватили власть, а его уродская власть дала уродам определенному, 1% в Чечне, дала эту власть. Он забывает это сказать. Они не захватывали. Кадыров Ахмад со своим сыном Кадыровым Рамзаном не захватили власть у Масхадова. Это русские пришли, уничтожили все живое, что только могли уничтожить, и дали власть. Это так, поправочка. Что есть девушки, для которых жизненная мечта не быть закутанной в паранжу и родить 25 детей, а жить нормально и по-человечески. Значит, если у вас 25 детей, вы живете не по-человечески. Ну, все. Про паранджу, все это бред собачий. На Кавказе паранджу не носят. На Кавказе носят хиджаб. Ну, может, редко кто найдется, кто носит этот паранджу. А речь идет о хиджабе. О обязательном платке для мусульман. Для мусульманок. Мы знаем, что там есть молодые люди, которые хотят учиться и работать, для которых жизненным идеалом не является Porsche Cayenne, золотой пистолет, вот такой палец. Ну, значит, не говорите, что Бог один, он говорит. Нельзя вот так поднимать палец. Да, конечно же, разные люди поднимают этот палец. Разная дискредитация произошла. Много чего в исламе, причем при помощи его любимого ФСБ и других, ГРУ, которые работают активно по дискредитации мусульман. Но находятся люди, которые его еще поддерживают, называя себя мусульманами. И омерзительная поговорка: кто не с нами, тот под нами. И мы, собравшиеся здесь, даем шанс. Но вот этот ублюдок, не устаю повторять, этот мерзавец и подонок дает нам шанс на митинге фашистов. У меня просто глючит мозг. Да? Стоят, он говорит, я не побоюсь даже получить помидором в лицо на этом митинге. И он дает нам шанс. Да кто вы такие, чтобы нам давать шанс? Кто вы такие? Скоты, сволочи, убийцы. Навальный, ты никогда в своей жизни не обмолвился о массовом убийстве граждан Чеченской Республики Ичкерия, в том числе и русских. Ты никогда не заступался за обездоленных и убитых. Какой ты шанс можешь дать? Что ты можешь дать? Ты кроме анализов ничего не можешь дать. О чем ты говоришь? Мерзавец. Дает он нам шанс. Тем нормальным людям, которые существуют на Кавказе. А экстремисты на Маховой и в Кремле, они отнимают будущее. И у них, и у нас. Нет, Навальный, так не извиняются. Это как бы типа у него было извинение. Типа он сказал, что вот там он как бы отделяет радикальных там от нерадикальных и так далее. Нет, он нисколечко это не было отделением или извинением каким-то. Не было. Давайте дальше посмотрим.
Очень интересно будет на эту физиономию посмотреть дальше. Очень интересно. Посмотрите, какой прекрасный, без всякого интеллекта на лице, прекрасное личико. Давайте. Старый, правда, 2008 года, где вы, по-моему, глядя там из окна квартиры, говорили про чучмеков, которые там что-то вот... Напомню, что произошло. Сей прекрасный молодой человек лежал у себя дома, спал, и кто-то работал на стройке. Работали, по всей видимости, узбеки, таджики, может, чеченцы, не знаю, кто там работал. И этот прекраснейший человек, которого принимает Меркель, который тут уже такой рукопожатный якобы, пишет пост у себя в ЖЖ, по-моему, в живом журнале или где-то еще. И сообщает, что какие-то чучмеки не дают спать. И дает сигнал русским фашистам, которые его поддерживают, что он и есть чучмек, ну что вот они есть, он один из них, который вообще национализм и фашизм это характерная черта русского человека. Если этой черты нет в этом человеке, то это просто феномен. Это уникальный человек. Этого человека нужно вот так носить на руках и там, я не знаю, заносить в Красную книгу. Это факт. Это факт. Таких мало русских. 1-2% таких вы найдете русских. Ну давайте послушаем. Там что-то там строят или так делают, да? Кто такие чучмеки? Не окажутся ли среди этих, так сказать, гастарбайтеры Средней Азии, татары, буряты, чеченцы? Ну, значит, чучмеки, вы же припоминаете и правильно делаете. В этом и заключается задача независимой прессы. Припоминать кандидату все, что он сказал. И я признаю, то есть чучмеки, обобщенный термин, видимо, довольно неудачный, которым там в Москве обзывают в том числе гастарбайтеров. Он, скорее всего, как бы вот в контексте, в котором я произносил, я просто демонстрировал свое отношение к нелегальной миграции, которое у меня совершенно негативное. Но он еще плюс ко всему, как и положено, наглый лжец. Он писал о том, что ему не давали спать чучмеки, но он же не знает, кто там работает за стеной. Да? Может, там работают граждане России с Татарстана, как ему сейчас задает журналист вопрос, или там бурят какой-нибудь работает, даже если он их видел. Может, там чеченцы работают, которых так обзывают россиянами. Но, несмотря на это, он нагло сейчас утверждает, что он против миграции. Нет, это обычный русский фашизм. Так, национальной коннотации он не имеет. Но я признаю, в общем-то, неудачность этого термина. Самый последний вопрос. Вот, в Москве тоже широкие дискуссии по поводу того, нужны ли Москве новые мечети. Это вопрос миграционной политики. Значит, то, что мы видим сейчас, это огромный наплыв мигрантов из республик Северного Кавказа. Оговорочка по Фрейду, как говорится. Оговорочка по Фрейду. Сейчас, одну минуточку. Слушаем дальше. Из республик, извините меня, Средней Азии. И в Москву их приехало 2 миллиона человек. И невозможно обеспечить их всеми мечетями. Потому что если мы для всех построим мечети, их будет гораздо больше, чем в Казани. В Москве есть мечети для тех мусульман, которые традиционно проживали в Москве. В Москве есть достаточно мечетей для тех, кто традиционно проживали в Москве. То есть традиционно в основном в Москве проживали татары. В основном, большая часть, можно сказать, или может 50 на 50, татар крещенных, которые не пользуются. Остальные мусульмане, татары, которые традиционно, как он говорит, проживали, имеют 4 мечети на всю Москву. И там, может быть, несколько десятков молельных домов. Все. 12 миллионов город. 12-миллионный город. А теперь давайте я вам расскажу. Есть соборная мечеть, мемориальная мечеть на Поклонке, историческая мечеть, и так далее. Сейчас я вам скажу просто сколько мечетей в Париже. 459 мечетей и молельных домов. Так, сейчас я вам скажу, сколько в Лондоне мечетей.
423 мечети и молельных домов. Сейчас я вам скажу, сколько в Берлине мечетей. 98 мечетей и молельных домов. Прошу заметить, в Берлине никогда традиционно, исторически не проживали мусульмане. Немцы вообще не воевали против мусульман, и нет ни одной колонии немецкой, которая принадлежит Германии. При всем при этом 98, больше, чем в 12-миллионной Москве. Хотя в Москве больше уже, чем 12 миллионов. 12 миллионов проживает, и где-то 8 миллионов транзитом проходят через Москву. И эти транзитеры иногда на сутки, на двое задерживаются, и им тоже иногда нужна молельная мечеть. И он, слушайте дальше. На Татарской улице у меня офис находился, я постоянно мимо этой мечети сходил. То есть есть в Москве мечети. И это факт, что мы не можем построить мечети для всех мигрантов и не должны это делать. Мы должны... Речь не о мигрантах, опять передергивание фактов. Речь о других мусульманах, которые традиционно не проживали в Москве, которых понаехало, это правда, с Кавказа огромное количество, с других регионов, того же Татарстана, с Башкирии, огромное количество людей, мусульман, проживает в Москве. И реально не хватает мечети. Я могу свидетельствовать об этом, потому что я был во всех мечетях Москвы, и всегда там было, особенно какие-нибудь праздничные дни, просто на улицах мы молились. Приходилось вставать там и в снег, и в дождь, становились и молились на улице. Контролировать миграционную политику. Ну и все, перевел там миграционная политика там и так далее. Короче говоря, обычный мерзавец. А теперь я вам покажу, как Навальный вошел в совет директоров Аэрофлота. Об этом я ранее говорил, ну и расскажу еще раз, чтобы было интересно. Смотрите. Это газета Лента.ру. 25 июня 2012 года. Я напомню для тех, кто не помнит и не участвует во всех событиях. 2011 года, в декабре, были выборы, был большой митинг. В конце 2011 года были выборы в Государственную Думу Российской Федерации. И была большая фальсификация. Я присутствовал на этих выборах, я неоднократно это говорил, был наблюдателем. И я единственный, кстати сказать, являюсь тем, кто выиграл тогда суд против избирательной комиссии. И довел дело до суда и выиграл. Единственный на тот период времени в Москве, который выиграл суд против избирательной комиссии. В декабре были митинги. Потом в 2012 году были выборы Путина, перевыборы Путина. После Медведева 4-4, 8 лет Путин отсидел. Потом за место себя для американцев, для понтов поставил Медведева. И потом 12-го снова, как бы формально, чтобы соблюсти, пошел на новые выборы. И тогда были очень большие митинги. Я присутствовал на всех этих митингах. И именно Навальный, Яшин, Собчак, Мопчак, кто там, Гудков-младший. Народ просто негодовал, что вот Путин снова возвращается, что опять фальсификация. И достаточно было просто сказать, мы не уходим, или идем к Кремлю, идем на Красную площадь. И все. Дни Путина были сочтены. Путин очень сильно испугался. Туда приехал Кудрин. И на этом митинге Навальный называл Путина, я сам это слышал на этом митинге, крысой. Крысой называл. За это с Навального никто не спросил. Как известно, Путин убивает за меньше. И так далее, и так далее. После этого, 2012 года, в январе это было, в январе, по-моему, если не ошибаюсь, в начале января 2012 года это было. А в июне, 25 июня, происходит странное событие. Навальный вошел в совет директоров Аэрофлота. Аэрофлот, блогер Алексей Навальный вошел в совет директоров Аэрофлота. Согласно решению годового собрания акционеров, сообщает РИА Новости, Навальный был выдвинут
в совет директоров Национальным резервным банком Александра Лебедева, который владеет около 15% акций авиаперевозчика. За Навального было отдано там 787 миллионов голосов при общем количестве голосующих акций в 1,1 миллиарда штук. Предложив кандидатуру Навального, Лебедев отметил, что такое решение вызвано стремлением улучшить корпоративное управление и так далее, и так далее. Далее я вам покажу кем является сын этого Лебедева. А давайте я вам покажу Лебедева. Смотрите, там фотография у меня не очень хорошая тут появилась. Сейчас постараюсь ее увеличить чуть-чуть, чтобы вам было лучше видно. Вот эти два прекрасных джентльмена. Вот этот есть генерал КГБ Лебедев и его сын. Как известно, как нам сообщает РБК.ру, 18 декабря 2020 года сын экс-банкира Лебедева официально стал членом Британской палаты лордов. Британский предприниматель Евгений Лебедев, сын бывшего совладельца Национального резервного банка Лебедева, принес присягу и стал пожизненным членом палаты лордов британского парламента. Трансляция велась на сайте законодательного органа Великобритании. На видео показано, как Лебедев входит в зал заседания, затем клерк зачитывает послание королевы о присвоении титула новому пэру. После Лебедев произносит текст присяги и делает запись в регистре членов палаты. И вот после этого у меня происходит когнитивный диссонанс. Я не могу понять, что происходит. Ну, допустим, сына генерала КГБ, миллиардера, вообще вопрос, как люди становятся КГБшниками, миллиардерами. Они что-то изобрели, может они изобрели Google, может они, как Илон Маск, запустили ракету или изобрели машину какую-нибудь на электрических батареях. Как эти люди становятся миллиардерами? Честным путем, что-то они много трудились. Ну как КГБ, он же должен там врагов России ловить. А тут он становится миллиардером. Законно ли он стал миллиардером? Странно. Очень все странно. Да? Не кажется вам? Мне очень кажется все это странно. Я не могу понять, кто здесь за кого, да, и какую роль играем мы в этом во всем. Да. Над нами творятся коронавирусы, нас убивают, ведутся войны. Вот сейчас в Украине война так и не прекратилась. В Чечне устроили просто геноцид сильнейший. Да. Где все? Где люди, которые должны как-то подумать об этом, разобраться в этом, какую-то позицию свою высказать? Странно. Очень все странно. Невероятно странно. Так. Давайте перейду к вашим вопросам, потому что я думаю, у вас уже много здесь комментариев написано. А потом будем смотреть дальше. Так. Лиам Нока. Арабы ненавидят чеченцев. Сам убедился. И африканцы тоже, кстати. Поэтому не надо ночью быть африканцами, чем сами африканцы. Согласен. Как найти? Если Навальный сядет за руль, сразу начнется травля кавказцев, азиат. И особенно достанется нашим. Мы в этом не сомневаемся. Совершенно верно, как найти. Первыми достается нам обычно. Так. Нахц Иусуа. Отечественная война была по сути колонизация этих народов и племен, которых загнали под патриотические лозунги «Ура!». Привет и всем куда туда, говорит. Привет куда туда. Так, дух свободы. Эти имперцы последние несколько веков хотят научить нас, чеченцев, как нам жить. Как нужно нам жить, а сами находятся в самом худшем состоянии. Но, Чикан, я за свой народ и за последнее время понял, что никому нет дела до нас.
только прикрываются религией, когда им хреново. Дед молодой, хочешь, сделаю тебе 10 тысяч евро донат, улыбнется, поможет. Обычно после доната у вас лыба появляется. Это ты мне донат? Мне донат нельзя никак писать, к сожалению. Но я могу тебе самое... Ты можешь мне на это PayPal закинуть. Могу улыбаться и без 10 тысяч. Я часто это делаю. Так. Приветствуем адекватных. Так. Мусульмане Кавказа, если отделятся, России не останется, говорит. Нахти мусор. Останется, Россия большая, останется. По-любому останется. Не знаю, как всех мусульман, но вот как ты говоришь, мусульмане Кавказа не должны жить в России. Хотя и татары тоже. Фриман антипутинец. Чудо не случилось. Россия опять, как всегда, в дерьме. А это после 20-летней любви русского народа к Воблоглазову, пока он грабил с друзьями страну. Да? Так. Фриман антипутинизм. Вот и все. Похоронена надежда на восстановление Великой Русской империи. Западу не понадобилось воевать, хватило лишь санкций. Гибнявые сушите сухари, вот и все. Да, абсолютно согласен. Но здесь как бы ситуация такая неоднозначная как-то. Вроде бы сухари надо сушить, вроде бы и надо привлекать к ответственности, вроде бы уже 2-3 миллиона человек уже погибло от этого коронавируса. Все почему-то врага одного Путина увидели. Нет, Путин не один враг. Нет. Врагов намного больше. Так, я перемотаю. Ярик ТВ. Аслан, вы брали интервью у рэпера Нохчи в Германии. Оставьте ссылку на его музыку. Ярик ТВ. Да, я брал у рэпера Аша интервью, мы с ним пообщались. И именно под этим видео, где есть интервью, первое закрепленное сообщение, комментарий, там и есть ссылка на его видео. Оттуда вы можете найти его. Лиам Нока. Аслан, надо признать, что не все кавказцы хотят от России отделиться. Ватная публика та еще. Я не про войнахов. Полностью с тобой согласен. Полностью. Я сейчас я ловлю на мысли, я не общался вживую, имеется в виду, не в Фейсбуке, в интернете, вживую не общался с кавказцем, ни чеченцем или ингушом, который не хотел бы быть с Россией, который хотел бы жить свободно, отдельно, строить свое государство. Хотя общался, с одним лезгином общался. С одним за все это время. К большому сожалению. Это ни о чем не говорит, это всего лишь мой личный опыт. Так, Фриман антипутинизм. Неприятно русскому народу, когда Путин не оправдывает ожиданий восстановления империи, будет искать нового Путина в лице Навального. В том-то и дело, даже Навального они не поддерживают, но не выходят они, но вот не раскачиваются они. Вот я не знаю, что с ними делать. Тогда в 2011 году, в 2012 году, просто я видел, люди просто загорелись. А сейчас я не вижу этого, не слышу. Даже такой мегаполитик, как Навальный, его отравили, все, он прилетел, его привезли сюда, в Германию. И при всем при этом не было никаких митингов. Миллионы просмотров у человека. Никто не выходил, не поддерживал. Невероятно.
Это знаете почему? Потому что не верят Навальному. Я не знаю, что там стоит, какие там службы стоят. Англичане там стоят за этим, там Лебедеву дают какие-то там лорды, порды, морды. Я не знаю, с чем это связано. Но то, что Навальный связан с властью, в России убеждены подавляющее большинство. Поэтому не верят Навальному. Навальный не от народа. Навальный это симуляка. А вот если поверят, что вначале верили Навальному, до того, как Навальному дали акции Аэрофлота, ввели его в совет директоров, тогда верили. Верили, там, надеялись, что вот появился какой-то. Хотя Навального из-за национализма выкинули из Яблока, он был в начале партии Яблоко, ходил на эти русские марши, и тогда русские думали, вроде бы свой такой-сякой. А потом, когда поняли, что он связан с властью, все, перестали верить. А когда люди не верят, они не готовы сражаться. И сейчас он сидит, весь мир говорит о нем, все об этом пишут. Даже я посвятил ему целую передачу. И этому феномену нет никакого у меня логического объяснения. Кроме того, что он работает на российские спецслужбы. Да, есть, наверное, какие-то силы в российских спецслужбах, которые дурят американцев, там еще кого-то, и объясняют, что вот мы хотим Путина сместить. Это неправда. Никто не хочет сместить Путина. Путин за 20 лет зачистил вот это все поле. И Путин не один. Там целая система. Путин взрастил за эти 20 лет убийц. Кадры готовы. И сейчас кого выведет Навальный? Вот этих людей сейчас подвергнут репрессиям. Я так полагаю, что может быть именно так будет. Все, кто поддерживает Навального, попадут в эти жернова. И начнется вот эта зачистка всех, кто поддерживает Навального. Ведут эту смертную казнь. Точнее, смертная казнь в России существует, на нее как бы мораторий временный. Отменят мораторий, и все, и можно действовать в подвалах Лубянки. Как в старые добрые времена, опять будут расстреливать массово людей. Маждада, многие думают, что Путин уйдет и все изменится. Да, Маждада, именно так. Более того, даже наши ичкерийцы так думают, что вот сейчас Путин уйдет и вот будет изменение. Ничего подобного. Ничего подобного. Да, изменения будут. Те преступления после смерти Путина все взвалят на Путина. Но те убийцы, которые убивали, исполняли приказ Путина, они останутся у власти, их никто не будет преследовать. Россия должна перестать существовать как государство. Россия нынешняя Россия, она должна перестать. Вот сейчас Навальный нам рассказывал про федеративное государство. Да, Россия должна быть федеративной. Она так и прописана у них в Конституции. И называется так Российская Федерация. Но на самом деле это никакая не федерация. Валера Вишня. Путин делает то, что хочет рашист. Да, потому что он одно целое с ними. Так, Савельев причастен к Минотеп, банк, награбивший пропавшие миллиарды в 1995 году. Евгений, как выброс эмоций для народа Карсон вернулся из Германии? При всей зреющейся перемене власти в РФ вряд ли самому тефлонному Алексею отведено там что-то реальное. Конечно. Никогда в жизни ни один человек в здравом уме и твердой памяти после того, как вас пытались убить, не вернется туда обратно. Никогда, если нет гарантий, как с Запада, так и внутри. Хотя западные гарантии, они вам ничего не гарантируют, если вас хочет убить Путин. Абсолютно. Поэтому у Навального внутри есть гарантии. Кто это гарантировал? Это можно выяснить Путину 2 секунды. Просто кто придет в суд, кто придет встречать в аэропорт. Все.
А до этого сколько они за ним следили? Понятно, что мало чего понятно. Так, скажи нам, пожалуйста, почему у вас, которые критикуют Кадырова, между собой непонятки? Ведь вы ведете одну и ту же работу, дед молодой говорит. Ну, непонятки, что ты имеешь в виду, непонятки? И кого ты имеешь в виду, с кем у нас непонятки? У меня нет ни с кем непоняток. У меня есть непонятки с агентурой, которая заслана от России, на те же, на которой работает Кадыров. Я ее буду раскрывать. Вот с ними у меня будут непонятки. А так, зачем мне это нужно? С кем-то. Я абсолютно добрый человек. И ни с кем не хочу конфронтации. Если мы отделимся от России, иншаллах, у нас будет лучше. Мы отделились от России на Циусу. Мы временно оккупированы. Так, вот сколько тут написали, надо перемотать, друзья. Так, давайте перемотаем, друзья. Леди Аслан, тогда на митинге 11-22 года был еще активист Удальцов. Его тогда посадили на 4 с лишним года, а Навальный продвинулся. Совершенно верно. Совершенно верно. Между прочим, если бы не убили бы Немцова, то главным конкурентом был у Навального, ну вообще тяжеловес, реальным тяжеловесом и реальным умным человеком был. Правда, не было про чеченским, он ничего про чеченского в нем не было, но это был человек, с которым можно было договариваться. Но этот человек, Навальный, это вообще, это не тот человек, с кем можно разговаривать. Вот убили Навального, этого Немцова, и вот, дайте, здрасте, Навальный стал единоличным лидером русской оппозиции. Правда, русская оппозиция не очень. И все, кто поддерживает Навального? Гудков, генерал Гудков и его сынуля, тоже КГБшник, наверное, 100%. А кто там еще? Ну и вот вся его вот эта вокруг банда Навального. Ну и все. Так, у них нет запроса на политический протест, у них социальное недовольство. Царь хороший, говорит Ярик. Да, Ярик, абсолютно с вами согласен, абсолютно. Но чекан в составе России не Кавказ, а предатели. Ну, за Кавказ не будем говорить, Новчика. Скажем за Ичкерию, да, Чечению. В составе России вот эти предатели. А так кавказцы, вот я говорю, очень много тех, кто хотел бы быть вместе с Россией. Так, все, я перемотаю, друзья. Потому что много... Так, Конституция. Фриман антипутинизм. Конституция, чтобы русский царь присягал каким-то скотам, Александр III, император всероссийский. 21 века к народу продолжает относиться как к скоту, потому что народ позволяет власти. Да, именно так. Так, Лиам Нока. Аслан, один дипломат американский сказал, что чеченцам Клинтоны дали отбой по визам несогласным приказам. Также подтвердил бизнесмен чеченцу. Что думаешь, Байден-то один из них? Я не понял. Один дипломат американский сказал, что чеченцам Клинтоны дали отбой по визам несогласным приказам. Также подтвердил бизнесмен чеченцу. Что думаешь? Дали отбой по визам несогласным приказам. Я не понял, несогласным приказом. Негласным, извиняюсь, негласным приказом. Также подтвердил бизнесмен чеченцев. Что думаешь? Не знаю. Ну, визы много кому не дают.
Так, Роман Казанский. Товарищ Аслан, у вас есть реальный факт того, что агент Тузик работает на агентуру РФ? Да, много раз говорил, конечно, есть. Но личного дела нет, я об этом много говорил. Сейчас не о Тузике речь, не об агенте. А так, да, конечно. Так. Барт Маршал. Надо ночью в Москве, Питере напомнить, что как в прошлый раз не нужно воздушные деньги вести, а предприятие захватывать, если вдруг еще раз момент появится. Там проблема в том, что когда у нас были предприятия, заводы, фабрики были у чеченцев, и когда началась первая русско-чеченская война, чеченцев просто убивали массово в Москве и отбиралось все, что есть. Поэтому нельзя нам жить с Россией. Ни при каких условиях. Ни с Навальным, даже если там будет Борис Тамахин. Кто бы там ни был президентом, нам нельзя жить с Россией. Мы не будем жить с Россией. Никогда. Никогда. Абсолютно нам. Россия это абсолютнейшее зло. Россия, КГБ, ГРУ это абсолютнейшее зло. На земле, если существует зло, то оно на Лубянке и в Кремле. И нам с ними никак, никуда. Да, чеченцы могут жить где хотят, это право любого человека. Если русские их не будут там гонять и выгонять со своей страны, то имеют право в том числе жить в России. А так, нам, чеченцам, с Россией ни по пути, никогда, ни при каких условиях. Только хорошо оборудованная, укрепленная граница. С рвами, с крокодилами, с пулеметами, с минными полями. Все. Никак и никогда. При всем при этом к русским отношусь нормально. Нормальным русским. А есть русские, которых я уважаю. Например, чита Курочкиных. Безмерно уважаю. Недавно познакомился и вижу, как эти люди переживают за то, что делала их страна. И таких русских, есть такие русские, немного, но они есть. Так, пойдемте дальше. Так, Фриман Антипутин. Выдворять за пределы РФ всех находящихся на нашей территории граждан Грузии. Запулить крылатая ракета по генштабу Грызунов. Так он называет грузин. Речь о Навальном. Речь о Навальном. Абсолютно так, Фриман Антипутинизм. Именно так Навальный говорил. Да, запулить ракетой по генштабу Грызунов, выгнать. Но это не фашизм. Это не фашизм, ладно, мусульман не любят, да. Я же мусульман обозначаю не только лишь потому, что там я мусульманин. Нет. Я это говорю, о человеке характеризую просто. То же самое он говорил и про Крым, и про Украину. То же самое он говорил там про грузин. Это обычный фашист. И все, кто его поддерживает, такие же фашисты. Они говорят, ну ладно там, сказал. Хорошо, ошибся, молодой был, где-то там, все бывает, я допускаю всякое. Хотя он не молодой, раз уже политик взялся, то будь любезен. Национализм, да, это такое дело, которое с возрастом проходит по большей части. Допустим, прошло, но извинись перед грузинами, извинись перед украинцами, перед чеченцами, мусульманами, чучмеками, в конце концов. Извинись, но никогда не извинялся. Ни разу. Да, там пытался говорить, там фраза была неудачная. Потом на русском марше «Хватит кормить Кавказу». Вот вы слышали только что. Он говорит, мы им даем шанс. Да кто ты такой давать нам шанс? Бич самый настоящий дает нам шанс. Так, поддерживаю, говорит Лем Нока. Так. Великий Инкульт. Аслан, а можно конкретнее про убийство нашего в Москве, если можно, отдельным роликом? Вилпас, я не имею как таковой информации, конечно, этим надо заниматься, но я помню, в 90-е, еще до Первой войны, я часто ездил в аэропорт. Нас привозили товары, помнишь, с Турции возили товары, и у нас наша республика, наша страна, стала такой
транзитной страной по торговле товаров, особенно в эти товары, которых не было в Советском Союзе, только открылись, и мы просто богатели на глазах. Если бы не русские фашисты, которые на нас напали, мы бы уже купались бы в золоте. Так вот, я часто ездил в аэропорт, наш Грозненский тогда еще аэропорт, и каждый раз там с Турции самолет мы ждали. Ну, бывало там раз в неделю или 2 недели, раз я туда ездил. И постоянно были разговоры. Когда мы там стоим, ждем наш рейс, и чеченцы там кучкуются, кто-то обсуждает, там что-то говорят. И каждый раз с Москвы прилетал рейс 1-2 гроба, цинкового гроба прилетали. Это с Москвы чеченцы везли. 1-2, вот я встречал, вот сколько раз я был в аэропорту, может 2 недели раз я бывал в аэропорту, тот период. Может месяц раз я бывал, но всегда в этом аэропорту обсуждалось каждый рейс 2-3 трупа, каждый рейс 2-3 трупа. Вот я помню эти разговоры. И реально много людей тогда было убито, раскулачено, посажено, выгнано. Это все было. Я могу вот так только засвидетельствовать. Так как таковой информации у меня нет. Но это можно, конечно, обсудить, подумать над этим. Правда, недостаточно информации, чтобы обсуждать. Лиам Нока. Гудков голосовал и призывал ужесточить карательные операции в Чечне и Ингушетии в 2012 году. Хамзат Гевай. Аслан, Мацхирю эфир про взрывы домов. Отличный вопрос, Хамзат. Да, мула. В ближайший эфир я сделаю именно про взрывы. Вернемся про взрывы домов, пообсуждаем. Надо будет обсудить. Надо будет. Конечно. Пускай раз мегаполитик Навальный не боится лететь после отравления в Москву, но боится говорить про взрывы домов. Потому что все ФСБ замешано в этом деле. И Путину это очень важно. Это такой маркер. Если вы не говорите про взрывы, это как красная черта, про взрывы домов в 1999 году, то значит вы соучастник этой банды. А мы будем говорить, мы будем про эти взрывы говорить. Да, вот. В ближайший эфир начнем снова с новой силой говорить про взрывы домов. Так. Олег Ткаченко. Маю надію, що скоро Мордор буде зруйновано. Ніколи не можна вірити росіянцям. На крик «Мыши братья, один народ, треба стрелять и на уражение». Да. Украинцы познали, что это такое. Да, мы вас тоже очень предупреждали. И вы нам не верили. Вы нам не верили. Да, нет, с ними никак. Сегодня они хорошие. Вот возьмем чеченцев, да, например. Если ты хорошо себя ведешь, как говорится, да, не лезешь никуда, все, ты можешь хорошо устроиться. Сейчас опять про чеченцев говорят, там можно там щеголять разными фамилиями, там Кадыров, Демельханов в Москве, да, особенно. И в этом плане у вас все как бы будет нормально. Вы можете двигаться, вы можете одеть там Россия, там туда-сюда, там и все. И у вас, ну, в принципе, деньги зарабатывать, двигаться, вы можете спокойно. Но потом раз, и что-то произойдет. И все, вы опять в опале, и опять у вас нет никаких прав, вас опять депортируют, вас опять будут бомбить, вас опять будут сажать, убивать, отбирать у вас бизнес. Нет, я так не хочу. Так не может быть нормального человека. Мы должны быть уверены в завтрашнем дне, что нас не будут там сжигать, вешать, травить. Нет. Тем более у нас уже есть государство. Все чеченцы, кто выступает, это не к вам относится, Олег, все чеченцы, кто выступает за то, чтобы быть с Россией, Кадыровой, ГРУ, МРУ, там какую-нибудь более мягкую форму, да, сотрудничества, убрать Кадырова, и мы там должны как-то с Россией там жить, да, потому что Кадыров реально достал уже всех. И даже при этом вы являетесь предателями. У вас есть государство чеченцев.
И все, больше никак и ничто. Есть конституция, есть государство. Оно временно оккупировано. И все, кто выступает под любым видом, да, имарат вы строите, я не знаю, халифат вы строите, с Россией вы живете, без Кадырова вы в России живете, с Кадыровым в России живете. Это фактически приравнивается к измене. И так нельзя. Так. Джахар Дудаев, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Реалити. Аслан, взрывы расследовать народ требует. Чеченский Рязанский Саар. Обязательно будем говорить. Был случай, россиянские офицеры, говорит Ярик ТВ, шпиняли бойца своего, он был из Казахстана. Я вступился одному, в рог дал, одного не смог догнать, после этого больше они солдат не обижали. Быстро бегать умеют рекордсмены. Так. Барт Маршал, чем больше появляется гнилости, подлость Навального, тем больше я считаю, что он сядет на трон. Ну просто железный аргумент, конечно, не поспоришь с тобой. Так, как найти? Нужно ядерное атомное оружие красную кнопку установить в дурдоме, чтобы Рашка боялась. Да, тогда все же будут бояться. А так, в принципе, больше страшнее не будет. У Путина она есть, не боимся. Эрика Шим. Аслан, как вы относитесь к Невзорову? Как к фашисту, подонку и мерзавцу, соучастнику военных преступлений и геноцида чеченского народа. Больше никак. Мови Флиминг. Чеченцы уже свое отвоевали. Надо решать все словами. Абхазы, чеченцы, молодцы вояки. Но вас мало, не рискуете детьми. Больше мы воевать не будем. Мы будем воевать вот. Мы будем воевать ручкой. Все, хватит. Теперь мы будем воевать головой. А все, кто будет призывать нас воевать, мы уже заплатили, да? Когда вы оставите свое государство, вы вынуждены, у вас есть армия, у вас не оккупированная территория, и если вы ее сдаете без боя, то вы уже имеете меньше прав претендовать на свое государство. Так вот, мы с боем, таким боем, который никому даже не снился, отвоевали. И у нас заплачена огромная цена за нашу независимость и нашу государственность. Поэтому нам больше воевать не надо. И больше войны мы не допустим. Да, правовой механизм. С учетом того, что среди нас много агентуры, среди нас много необразованных людей, непонимающих людей, обманутых людей пропагандой. Нам очень трудно сейчас пока. И этот путь, правовой путь, он долгий и сложный. Но он не такой кровавый, раз. А во-вторых, нам нужно набирать опыт и практику, накапливать. И люди, которые имеют этот опыт и практику, они должны оставаться в живых. Они должны дожить до глубокой старости. До глубочайшей старости. Чтобы умерли они своей смерти. Чтобы свой опыт они передавали. Наши ветераны, которые воевали, которые сражались за нашу свободу, которых не так уж и много на самом деле, и которых мы видим в основном, даже которые сейчас там занимаются политикой, ну это по большой части эти люди не воевавшие. Они вокруг войны были, рядом, помогали там и так далее. Но по большей части ветеранов, реальных наших бойцов, наших офицеров не так уж и много. Вот эти офицеры должны до глубокой старости дожить и своим опытом делиться с детьми в школе, с молодежью и рассказывать, как это было и так далее. И таким же макаром наши политики должны дожить, наши депутаты должны дожить до глубокой старости. Они должны делиться опытом, они рассказывать и подавать пример, самое главное, стойкости, верности нашему государству, нашему общему делу. И вот благодаря этому
Мы обязательно освободим свою страну. Но если мы будем освобождать свою страну, то я против того, чтобы мы поддерживали Навального. Это вообще смешно. Не может чеченец поддерживать Навального. Да, я не против того, чтобы Навальный стал тараном, чтобы смели Путина, чтобы там пошли изменения. Нет, это тоже надо понять. Здесь такая тонкая грань. Но я против того, чтобы вот этот мерзавец, который дает нам шанс и смеется с Чечни, сравнивая ее с Петербургом, да, и еще вот этот Сергей Гуриев. Такие два мерзавца сидят, так я понимаю прекрасно. Чего они смеются? Они же смеются не потому, что Санкт-Петербург такой, да, плохой и варварский, да. Они смеются, что Чечня, она варварская такая, непонятная. Понимаете? Вот почему они смеются. А на самом деле в Санкт-Петербурге профессор расчленяет человека, свою там подружку малолетнюю, молодую, и выбрасывает ее в Неву, в реку. А еще этих происходит, людоедство происходит в Санкт-Петербурге. А они не с этого смеются, они смеются с того, что у нас там творится. Они даже не представляют, кто мы. А Сергей Гуриев, он просто ненавидит чеченцев, просто можно определить его оскалом просто. Да, нет, нас они не интересуют, нет никаких россиян, в нашей жизни нет, россияне только те, кто нам не отказывает в праве, мы признаем, я лично признаю, только тех россиян, которые не отказывают мне в праве в таком же, как оно есть у него. Жить независимо, свободно мне в своей стране. Юридически я имею все на это основания. Если я не имею этих оснований, докажите мне, приведите мне это основание. На каком основании я должен быть гражданином России? На каком? Нет такого основания. Нам рассказывают, что вот Кадыров плохой, там и так. Кадыров плохой, никто не спорит, он предатель. А вообще о чем вопрос? Но Кадыров это всего лишь пешка. И перенаправлять всю негативную энергию, которая накопилась из-за геноцида, реального геноцида, у нас заявление подано, из-за трусости, малодушия или коррупции, Международный уголовный суд в Гааге не начинает это расследование. Но факты есть. Юридически зафиксированные факты имеются. Если нас убивают русские, а потом мы должны винить Кадырова. Нет. Кадыров это вошь, клоп с русского ватника. Всего лишь. А нас интересует этот холоп в этом ватнике. Он наш враг. И будет всегда. Всегда. Пока они не искупят вину, как немецкий канцлер Вилли Брандт встанет на колени перед жертвами нацистов и не попросит извинения у нас. До тех пор мы не прощаем русских и Россию. Не прощаем. Отдельных русских прощаем, которые признают наше право на свободу, признают свое преступление. И мне иногда очень трудно из-за таких людей говорить за всех русских, потому что я реально дружу с русскими, я реально уважаю некоторых русских, и мне неудобно даже бывает перед ними. Но факт остается фактом. Россия зло. Имперский русский народ это порождение вот всех этих бед, которые есть у нас. И Путин, и ФСБ, и ГРУ это и есть порождение вот этого имперского русского характера. А остальное все это отводящие. Видели, ракет, самолет, когда летит, он пускает вот эти тепловые отводящие от ракет, чтобы у них ракета не попала, в двигатель к ним не попала. И вот то же самое делают те, кто все валят на Кадырова, все валят там на кого-нибудь другого, третьего. Даже не один Путин. Вся Россия. Вот в чем. Вот в чем вся проблема. Всего мира. Теперь уже всего мира. Она давно уже перестала быть чеченская проблема. Сугубо чеченская проблема. Теперь она проблема уже всего мира.
Так, Чечня, не Россия. Аслан, подожди, пока освободим Сирию, колодцы докончим. Да. Маждад, Аслан, слышал, в Ливии хотят открыть лавку освобождения Святой Земли. ФСБ готовит почву. Да? Но мы будем этому препятствовать, Маждад. Ничего ж себе. Да, сейчас куда-нибудь Ливию зазовут. Все, всемирный джихад, бежим спасать ливийцев. Нет, будем препятствовать. Оттуда тут статус-кво Аслан имел в виду ручкой при поддержке дронов. Да, ручкой выписываем дроны. Иса Хаут. Ассаламу алейкум, Аслан. Салам Машал с Ингушетии. Давату Бокалбош. Ва алейкум салам, Иса Машуэл. Дерейс Хуэль. Масер Бойлвай Давату. Ингуш, потому что Россия провела работу среди нашего народа. И не только. Так, чеченский след, Рязанский сахар. Мир знает, кто контролирует Чечению, тот контролирует Кавказ. Геополитика имеет важную роль. Да. Немо 77. Знание Маршо. Аду Давлетук. Боже, храни Америку. Боже, храни Америку. Мы будем поддерживать Америку. Единственный реальный враг России на сегодняшний день, без этих разных извилистых ходов, это Америка, которая реально пострадала, и 300 тысяч погибших граждан Соединенных Штатов Америки от коронавируса – это прямое следствие недальновидности американских политиков того периода времени, которые вроде Джорджа Буша увидели что-то человечное в глазах у Владимира Путина. Вот за это теперь расплачиваются простые американцы. Лиам Нок, Аслан, нужно пропагандировать английский язык среди чеченцев, и он должен стать вторым государством. Мне кажется, это важно, Аслан, пропагандировать английский язык. Английский язык очень нужен. Не знаю, должен ли он стать государственным, вторым государственным. Не знаю я. Нам надо свой язык вытягивать. У нас язык находится в тяжелейшем положении. Наш язык, чеченский язык, занесен в ЮНЕСКО в список, в перечень исчезающих языков. И нам нужно, конечно же, развивать свой язык. Но английский язык нам просто нужен очень сильно. Для того, чтобы мы могли во всем мире. И вообще, если вы хотите развивать свою нацию, свое государство, обязательно нужно учить английский язык. Обязательно. Так, как найти? Аслан, эти твари оправдывают свой шовинизм геополитикой, мол, все империи хотят влиять как можно на большие территории. Да. Фатима Тайсума, Махаля Арсум Шушина Бак Милу. Милутиш, а Фатима, Уицак, Шоланек, Милутиш, а Уицак. Я все глющу. Дима Бимбан, Брандт великий немец и человек. Да, Вилли Брандт это реально был великим человеком. И я бы хотел бы такого человека в России. И у меня есть даже такие русские, такие люди. Боюсь даже их имена называть, потому что их могут взять там на карандаш, чтобы для уничтожения. Но есть такие русские люди, которые без преувеличения, с большой буквы люди. Но это не Навальный.
Так, я перемотаю, друзья, опять. Так. Фриман антипутинизм. Армянское радио спрашивает, кто круче, Путин или Навальный? Армянское радио отвечает, трусы Путин стирает офицер ФСО, а трусы Навальный офицер ФСБ. Однако главное в России ФСБ. Фриман антипутинизм. Недавние события пополнили арсенал коротких крылатых фраз к череде лампочка Ильича, трубка Сталина и тому подобное добавились Навального. Так. 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 Друзья, мы уже 90 минут говорим. Я думаю, можно закругляться. Дима Бимбат. Брандт прошел огромный жизненный путь, чтобы стать Брандтом. Да, абсолютно согласен. У этого человека была уникальная жизнь, очень интересная жизнь. На самом деле, очень интересная. Очень. Папа Б. Ассаламу алейкум. Что будет с Кадыровым после развала России? Алейкум салам, папа Б. И у него ждет справедливый суд. Я надеюсь. Максим, слава Украине, слава свободной Ичкерии. Героям слава, Максим. Так, Чечня не Россия. Америк. Хаеша. Це духбусал на байан маолаш. Гитлес байан духкерсна. Аудал амилаш. Атунцедуташ. Ричард Д. Если сегодня Ичкерия считает внутренней проблемой России, то завтра Европа станет внутренней проблемой России. Джохар Дудаев говорит Ричард Лео. Абсолютно так. Я постоянно цитирую это выражение Джохара Дудаева. На митинге выходил с таким плакатом. Да, именно так. И теперь слова Джохара Дудаева подтвердились. Так, давайте на этом тогда закончим наш стрим. Про Навального мы так немного поговорили. Есть еще что можно было бы добавить, сказать. Ну, в принципе, что вы понимали. Меня интересует, конечно же, в первую очередь граждане моей страны и интересует ситуация с правами людей именно в моей стране. И именно с гражданами Чеченской Республики. Потому что чеченцы самые ущемленные в правах люди. И на протяжении уже многих десятилетий или веков такими остаются. Евреи как-то свою позицию заняли, получили свою государственность и очень грамотно сделали, за что большой респект. Нам предстоит пройти такой же путь. Долгий, трудный, не имеет значения, как говорится, история никогда не заканчивается, и мы будем добиваться своих прав. Чеченцев прошу не обращать внимания на разные вот эти провокации, которые совершаются против нас. Берегите себя, и, как говорится, все будет Ичкерия. Всего самого хорошего, спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Завтра или в среду обязательно увидимся. Ассаламу алейкум, спокойной ночи, до свидания.